Коломбочки. Здорово, карачунчики, всем приятного вечера, все дела, приятного понедельника. Блять, понедельник закончится, кстати. Вот самое время ну. Так, знаете что? Я правильно понимаю, у меня... вот все. Да, у меня обложка и название не сохранится. Ну, короче, едем, качаем еврейскую ветку. Вот, попутно играет еврейские мотивы. Вот, клип охуенный, кстати. Вот, кому интересно, я вам скину название. Так. Так, значит. Погнали. Мы, кстати, можем вот эту вот штуку открыть. Ага. Так. Давайте мы вот так и сделаем. Чтоб сильно грустно не было, да? Вот что-то мявкает. Анька не пустила в ванну, наверное. Баллоник. Купили ему голода с кошачьей мятой. Ну, а там ласкал. Так. Химик здорово, Кирилл здорово. Кубик здорово. Заюший двор в упор, да. Да. Дед здорово. Что такая морда у меня лысая, да, тут зализанная. Мне кажется, вот какой-нибудь вот сюда вот он должен суваться, либо вот сюда посередине. Вечер, Алексей, здорово. А знаете что, кстати, вот я краем глаза посмотрел, смотрите, подкол 1000 метров в секунду. ББХ 1000 метров. Вы ебанутые, как такое можно делать вообще? Как может ББХ лететь так же, как и подкалибер? Из одного орудия. А самое главное, как у них может быть, как у подкалибера может быть больше пробить тогда. Непорядок, Алексей, здорово. У этих ебланов может, да. У них может подкалибер лететь вообще 100 метров в секунду и пробивать 1000 метров брони гомогенной. Ну-ка. Не подставляется. Эх, с чем это могло быть связано? Ну, может быть, еще трезвый. Вот, я вам по секрету скажу, Вячеслава дома пиво имеет. Мы с госпожой вечером, возможно, его опорожним. Букварь 33. Таки кошерная ёбка свинины, да. Именно так. Парадоксально, но Вячеслав сегодня и ребер свиных копченых купил на борщ. Приветствую, мы тут, выглазит, спасибо, родненький. А что если рептилоид нападет? Нет, он не успеет. Я понимаю. Вторую тычку поймал. Не свою. Как же масонские песни эти. Они вообще работают или нет? Накормить еврея свинины, как смысл? Но евреи свинину едят, особенно если она бесплатная. Поэтому вот это не нагоняйте. Я просто подозреваю, что здесь может какой-нибудь Алекс быть. Давайте бродяга поедет пососет. Давайте бродяга поедет пососет. Понимаю, что вот оттуда Скорпион его угостил. Я нажал на выстрел. А знаете что, мне сломали пушку? Да. О, прикольная катка, в 0 урона. Самая первая. Ой, бля.
Ой, бля. Ой, бля, ну значит, диком накормить бесплатно, да. Свиные ребра, халяль, непонятно. Это мы не знаем. Это не знает никто. Бля, как смешно вышло, да? Значит, не надо было ехать, надо было стоять до последнего, терпеть. Вот что им скажу, мальчонки и мальчонки тоже. Какая-то сильно грустная, опять еврейские песни там валят своим. Едят обрезанную свинину или нет? Не знаю, но шишки сосут, я думаю, только обрезанные. Вот, потому что их не проведешь, они же хитрые, только обрезанные шишки сосут. Что голову свою грызет. Зайти в синагогу и распевать немецкий марш. Я думаю, мы не первые такие смартесовцы. Yeah. У меня подруга еврейка, но у нее кентов очень много евреев. Я столько антисемитских шуток хороших никогда не слышал. А они там через раз все про печки шутят. Было прикольно. Дизель здорово. Будет подпирать мусорка. Дядь, если пойдешь за пивом, ни в коем случае не покупай кольца кальмара рядом с еврейским кордоном. Что у него пушка, хотел сказать, опускается уже. Простат у него не опускается. Поймал по щам. Жуа. Борисыч, привет. Блядь, и Емелька тут приехал. Блядь, ну вточился, пидор. Хорошо. Хорошо. Вот какие тут камули скандальные. Ай-яй-яй. Yeah. Ну да, тут уже меня поймали за гузло. А, ёпта, нихера, какой он не пробил туда. Как день прошел? Ой, мы с госпожой ходили. Сначала поели в заведухе борща. Потом пошли на рынок, взяли бураков. Чтобы приготовить борща дома. Вот, набрали бураков, лука там взяли. Дошли приправ там взяли, все дела. Зашли в магазин, ей этот тортик обещал. Ну, такой дешевенький, вкусный. Вот.
Потом ходили ребра искали на борщ копченый. Ну, нашли. Вот, все это, блядь, тащил на себе, короче, пиздец. Сейчас хапану, бля. Он хотя бы одном. М130 откуда-то взялся. Там могут с базы, конечно, угощать пельменями. Пельмен. Антон, здорово. Ну, я только что рассказал, как я сам. Короче, здорово мне. Вот зацепили пивка еще немножко. Ёпта, а в жопе движ. Знаете что, в рандоме жопа. В рандоме-то жопа, пацаны. Полная. Ну какого хуя? Вы видели, куда я дал? И куда полетела? Пушка попадаю, блядь, заебись. 2 тычки спиздили. Спиздили 2 тычки. Дай, хорош. Перестрелочка такая ковбойская, да? Мне прям понравилось. Мне прям понравилось вообще. Что он не добрало? Бля, какой-то ебаный шаг-то, пиздец. Про свадьбу не думали? Не. Ой, да нам не надо. У нее была, у меня тоже была. Больше не надо. М60? Нет, это разные танки. Ну, в игре. Так-то понятно, что они нихуя не разные. Бля, 1 хп оставил. Так вот, папашка. Бля, Гачислейх, вы поняли вообще? Звезда мира танков. Охуенная катка, просто охуенная. Вот, короче, с Китая, ну я видосы смонтировал, кстати. Там пошли везде пешком, я заебался вообще в корень. Так, здорово, Инурио, здорово. Чего, как танк тоже хочу взять. Но он клевенький, Вот, ну его в реализации очень тяжелый. Видели все тычки, которые я давал, пиздец потные. Вот, а еще там ТВП успел, короче, базу сбить передо мной. У меня еще я бы очков налутал. Какой лучше? Мне М60 больше нравится. М48 кривая пизда, который, по идее, должен танковать, нихуя не танкует. Все плюсы, которые у него есть, это то, что он у него много хп. Все, он уебищ. Лучше М60. У М60 есть динамика. В целом в башне броня примерно такая же. Не смотрите, то, что там М48 лючок маленький, все дела, и вот так же ебот. Вот. Здесь в башне более-менее что-то есть. М48 один хуй от борта никак, вообще никак не танчит. Он кривой. М60 все-таки получше попадает. М60 не идеален, но он получше попадает. Но М60 едет, блядь. У него пробитие на кумулях 300, сука, 50. Он заебись. Так, fuck you, котик. Борис, здорово. Влад придется погонять. В тесте оба. В общем, я больше к этому танку склоняюсь. Вот он мне нравится. Эта модель мне нравится. Поехали.
потный свин сидит, тут уже даже стол какой-то липкий. Я даже в душ не успел сходить. На улице жара вообще. Валера 007. Ну поехали, поехали. В прошлой катке, напоминаю, мы сыграли в 0. В самой первой катке на этой модели мы сыграли в 0, пацаны. Абсолютно. Ага. Так, комменты я глянул. Эти комменты я глянул. А я вот на колесниках его... Ой-ой-ой. Ну, мне кажется, тебе рановато может на таком дерьме кататься. Качать не буду. Ну, колесник он такой для развлекухи, наверное, да. Я вообще не качаю, мне он никогда не был интересен. Ну, понятное дело, что прикольно, знаете, все дела, там как-то подзакрутить, хуйню позаниматься. А вот, ну, как бы нет. Хи-хи-хи, но нет. На ГК играли, наши всякие еброводы, блять. Ну, пацаны все с 3 отметками, сука, через одного так хуёво сливались на этом, на всяких этих подливовках. Просто страшно было на это смотреть. «190 работаем». Хорошо. А может он еще без ремки? Жалко, что не под станом. Ладно, я жопу подрасслабил уже. Я что-то думал, что он хотя бы это не пробьет, да, он просто в маску поедет. В ноябре легкие метки, я понял. Будем знать. Ебать, а что так высоко летит? Пиздец. Нормально веночка, да, тут делает грязь. Так как Мауса я качал для коллекции. Ну вот я бабаху, например, качал, мне он нахер не надо был, да, я его качал для контента. Для контента. Диман, здорово, родненький, здорово. Спасибо большое за лайк. Все, кто лайканул, молодцы. Кто не лайканул, тот циминг глотанул. Я тарты, наверное, поймаю. А, не поймаю. 1 хп. Блять, фальшборд. Клятий. В скобочках клятий. Будешь стрелять? Не буду. Я на ту ветку не пойду. Лишний опыт тратить мне не надо. Захочу 3 отметки, на этой возьму пушки, поэтому извините. Ебать. Вот оно чё. Бля, Лёшка, не перестрелись с ним, умоляю. Молодой, береги себя. Чисто для справки. Та пушка имба. Да, это понятно. Я М320 альфа, это за БС. Вот.
Я и сам подрастроился, когда это увидел. А тут, честно говоря, такой танк чувствуется, что он могет. Вот он, по сути, в стоке. Невероятно, его убили. Как будем праздновать смерть деда? Успел на какой-нибудь ангар свой переписать или нет? Курва пожилая. Курва пожилая. Ну, поехали, базика теперь перестреляем. Все, уже некого перестрелять, пацаны. Кончилось с имен. Там Ленька в простреле, между прочим. Ну что, в луже не вертится и что такое? Понял. Что качать, мужики? ВЗ-5А качаем. Меркаву качаем. Он Риночертон-то, говорят, хороший, но я не знаю, мне кажется, это спорно. Он хороший. Ну, как он неплохой, точно. Сколько он имба, вот это вот спорный вопрос. Так вот. Вот Гачслейв имба, пиздец. Засовываем. Честно качаю. Кстати, вот Т-57 Heavy качаю, если нету. Он там будет вообще крепенький с нового патча. Смысл танка там не меняется, но он будет лучше жить. Да, и чуть-чуть получше будет реализовываться, что самое главное. Вот так вот. Вот так вот с десяточками поиграли. Будет еще парочку тычек сглотнул. Было бы вообще великолепно. Сейчас, минутку. Сейчас, минуточку. По. Так, погнали дальше. Т-57 хэви точно, надо качать, да, качай. А то Мираф только Е4 качал и папана. Качай, там крутой. Зарядка нам не нужна.
Направо поеду. Потратить с госпожой ровно 5000, прикиньте, ёб твою мать. На кота, короче, набрали ему там корма. Как его? У него позаканчивался. Хэви, да, в балансе. В балансе, но они его апают почти каждый параметр. Идиоты. Притом это уже второй ап. Его апали где-то год назад или полтора. Там, наверное, все-таки дурачок какой-то в разрабах сидит, периодически на нем играет, сосет яйца. Сосет и не кончает. Ой, да. Get away. Get away, get away, get away, no. Бля. Ёпта, как летит высоко. Блять, ну ёбаный рот, а ты, сука, фулл корпусом выкатил. Скотина. Скотином. Ты просрал, да, пол хп? Лёша переехал. Лёша переехал. Да, там подстава была только что нормальная. Я гуслю не могу ему сбить. Шо? Была бы пушка 32, да, ну хули поделать. Я вот шоткала, думаю, может мы его в топ выведем и на нем поимбуем немножечко. Да, когда докачаем. Колщат, колщат, еще колщат. Там охофо. Пачкан. Все кажется, что уже катка заканчивается. На деле кабачки еще только разогрелись. Пиздец скрыто. Борца надо нервить, а что с ним не так? Но он мерзкий. С ним мерзко перестрелиться, я тут соглашусь.
Там в жопе движ жесткий. Что там, как у бабахи дела обстоят? Вообще шарите или нет? Бабаха ближе решил подъехать. Агрессивно играет, это пиздец вообще какой-то. Ебать! Он заряженный, оказывается. Хуя себе стрельба у него, да? Ладно, конечно, пока в бочке тут веду все. Ладно, окей. О. Броня слишком будет. Ну, у него, да, всякие эти уязвимые места такие. Но они, понимаете, как плюс, так и минус. Потому что в позиционке, по сути, от борта в эту щечку хуярят, в НЛД в любую точку хуярят, бля. Ну, в клинче, ладно, он жесткий. Ну и то там в эти вушки можно подсовывать, если голда хорошая. Бабаха очень часто стала не пробивать. Ну, может быть и так. Да, меня больше смущает, ладно, он ББХ выстрелил, пробил, не пробил, окей. Меня смущает то, что он фугасом, если он не пробил, он всегда кидает на косарь. Вот это вот меня смущает. Прочитай все комменты, пацаны, чуть позже. Miracle. Fuck you. Колщат, еще колщат. Покляк там где-то сидит. Вискоса. У Викерса? У него же нет брони. Или где-то есть. Так вот корова моя уехала. Deep Dark Fantasy. Где 2К натанковал, где броня есть. Ты про вот этот танк говоришь? Вот этот, да, он супер бронированный, я бы даже сказал. Я что-то подумал, ты про это Марк 3 говоришь. Твердый виск. Да. Давай, может, почекаешь вот это вот, что не. Держит выстрел, как Джавдит. Собачья девственность. Собачья девственность. Там Камвей еще. И он охеренно жив-здоров. А вот и он. А он, блядь, АФК. Или нет? Или нет? Feast on me. Точно, есть же еще пидоры. Есть же еще ЛГБТ сообщество там. Бля, в такой позиции хуево, пацаны, не представляете. Я отсюда не уеду, потому что колшот мне, если что, на контрит. Во-первых.
во-первых. Во-вторых, ты не охуел ППшка так вкатывать? Танки есть, да, да, да. Пропагандирует эй, no. Да уж, арточку тоже задушили. Фист мим. Ладно, я считаю, что я хорошо играл. Я вначале, конечно, получил пиздов, ну да ладно. Ставим комментарии. Так. Спасибо. Он как и 50Б для слабых игроков, мало резидент. Мне как среднему игроку он норм. Ну, кстати, Т-57 Heavy, он же такой, больше танковать будет. Слабому игроку будет проще. Надо запретить типам, у которых ниже 50 винка, кататься на МБТБ. Чего, пускай катается, сольют планку, она и так высокая. Шоткал, кстати, тоже имба. Шоткали 230 покет, это несерьезно, совсем правильно. Надо Орса нерфить, броня слишком бит. 279 надо какую-нибудь шишку сделать, в которую ебать можно. Так он же в шишку ебет, он в кепку легко пробивать. Там, короче, знаешь, какой прикол в 279? Я сейчас тебе покажу. Короче, я частенько... на нем глотал подколы вот сюда вот в этот вот пояс. От всяких, кстати, типа супер коней. Что-то типа а-ля супер коней. Еще вот в этот дальномер тоже иногда можно было ловить кабачковые тычки. А самое главное, вот он в кепку легко шьется, и она достаточно большая. А если чуть-чуть морда поворачивает, вот сюда вот, да, вот, допустим, в такой, вот башня вот ровно стоит, да, он чуть повернул, вот в эту проекцию ебется, будь здоров. Если чуть больше он поворачивает, вот сюда все зеленое, с кумулей там 310, пускай плюс. Вот, и если не знаете, куда сувать, лучше ждите, когда морду отвернет трох. Вот, ну корпус пиздец. Корпус это просто пиздец. Если не знаете, куда пихать, лучше кидайте в башню, не ошибетесь. Что там скажу? Давайте я так жестко покушал, с дивана встать не могу, тут любимый стример страдает, да, здравствуйте, ну вот лежу, смотри. Бабаха очень часто, варенье здорово, родненький, чем ты бабаху танканул? Он бабахой кинул, ну там броня есть, В такой угол мог танкануть. Смешно, как он вообще попал в меня. Вакан танковал. Твердо держит прицел, как Джо в детстве. Как не... Смело потребовал на еврейском премии. Танкист. Домашнее задание. Узнать, почему у Джова трясутся руки. Как поставить своим ботом. Надо запретить ценам фермеров 49% играть на злоебучем 705. Сука, как меня заебало ты там, где ублюдок. Постоянно живот на этой хуйне, дам. Мне кажется, БЗТ такой же, как 705, Так что погодьте. Ладно. Короче, блядь, поехали. Жалобы танкист. Да, свои жалобы можете присылать в этот по ссылке в описании. Сейчас я минуточку вернусь. Я, короче, решил пивка набить.
Короче, пива не будет. Я себе торт наложу. Так. Ну, странно, я на 268 объекте эти луноходы просто в силуэт кумулями. Ну так там, конечно, там пробития аж хватает. $350 могут его нормально вертеть. А на Яге не могу. Ой, бля. Я в пиве, когда ББ пробивать. Облюдки сюда на какой-нибудь песчаной реке встанут, да. На стерве под колами вполне легко. ТПТ крупнокалиберный шьют, да. Погнали. Погнали. Биг Дик себя отъедает. Жопу отъедаешь, чтобы удобнее было сидеть. Вот я не жирный. Просто формирую тело под стол. Сетапчик интересный. Мы поехали в город. Пинко, здорово. Тут бережем. МБТБ для меня вообще не пробиваем ничем, ни с чего. В чем секрет, кота Борис? Кидаем его всегда в НЛД, он пробьется. Когда ровно на тебя стоит, короче, только в НЛД кидай, ну, либо в щечку. Там есть такое место интересно. Ну, там 50 на 50. В башне можешь на отмашь кидать, в принципе. В НЛД надежно пробивается. Либо здесь вот по бокам, да, в районе кормы, где-то вот отсюда начинается у него такая хуйня по бокам. В любую проекцию тоже ебется. Она достаточно большая, туда тоже можно запихивать. Если не знаешь, куда кидать. Вот, а если он чуть-чуть ромбиком стоит, да, вот так вот, то все, куда хочешь, кидай, в корпус он куда угодно там просунется. Вот как бы ЗТ можно не проверять, я тоже не знаю. Он, блядь, он должен шиться вообще насквозь. Такая группа бронилоховская. Ну ладно, ВЛД окей, но не должен. ВЛД окей. Все остальные интимные места, да, средняя лобовая деталь, не средняя, оно все должно пробиваться насквозь. Вот а на деле там еще как будто Форт Масти. Форт Насти. Но он и в башню, честно говоря, тоже должен так хорошенечко суваться. У него шишки огромные, у него передняя шишка почему-то танкует. Все это выглядит охуенно смешно. Этот тоже, он в топе мантит бортиком. Это мне на чека. Ебать. Ёпта, он у меня на гусеничную полку это или куда он там подсунул. Во животное. Блять, каждой тычкой ты стебешься? Охуеть. Охуеть, Кити. Какой пудель, ужас какой. Ясно. Ясно. Меня вообще впервые, кстати, на нем отбор пробили. Ёб твою мать. На восьмерке потеешь, а там такой хуйлан из света, который будет от бортика вперед-назад. Да, да, да. Ты бортом не танкуешь. Не, эта хуйня от борта может. Ну, блять, и меня до этого никогда не пробивали, а сейчас вот начали напихивать. Это что такое? До этого меня не пробивали. Башня столько у него.
Может, я угол какой-то тоже сильно жирный выставил. Короче, наверное, сильно перекрутил. Наверное, 50 миллиметров, да? Я просто гузло свой перекрутил. Зачем тинковать? Ну и все. Вот у него похоже хуйня к МБТБ, у него сбоку такие хуевенькие есть кабачковые. Вот такой угол не. Хорошо. Let me run. Спасибо большое. Не знаю. Что там зеленым горит? Как такое может быть вообще? Ай, блядь, реально прыгать. Прикольно. Угостили, блядь, крышку туда. Скид торгует. Ай, блядь. Ой, вей. Кори от борта-то. Это кори от борта танчит. You know. Ну да, он мне, короче, эту хуйню, которая там торчит, подсовывает. Ну, разрядится. Ага. Поебем, мужики, поебем. Так вот. Превьюха топ, плюха, здорово, родненький, здорово, братан. Для тебя старался. Но рогами здорово. Оп. Я хотел покрысить. Короче, признаюсь. Помешать ему стрелять, чтобы я сам нагло выехал и убил его, незаслуженно причем. Ну-ка, поехали вон туда. Просто там, если что, смогу торт поесть. Поеду. Страшилкин, здорово, родненький. Песня опять не врубилась. Нимбля, здорово, пацаны. Приятного вечера. От природы я родился с пустыми руками, и у них в объятиях всегда были только они сами, потирая друг друга. Хероника вроде потел, да, 1700. Трусы засовывай и уебывай. Я до дому на хату отработал. Давай, братан. Красава. Понедельник позади. Fuck you. Fuck you. С самого рождения. Сначала пустые ладошки. Уже кофеек приготовила, пацаны. 5 часов. Всем доброе утро. Бульбаши отмечают в 5 вечера утро. Да?
Сказал, что кот вот под ногами И там. однажды моим ладоням приснился сон про мотыльков в поле. Они кружили роем и не испытывали ни наслаждения, ни боли. Они были совершенны, и поэтому ничего Так, в режим не желали. экономии надо переходить, Они бабахами будем собирали кидать. ладони, но не сжимали. Ночь прошла, прошли игры, сон растаял. И только Бля, ощущение какой ты того, индеец. что Господи, 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 господи. Ну, всеми силами закрывать. этими же руками написать для себя самую важную сутру о том, что есть то, что для счастья не требует крепкого сжатия, где счастье есть уже просто Оп. желать его. И с тех Оп. пор ничего не беря в свои пустые ладони, я мечтал собрать в горстях мотыльков с того поля. И в длинных поисках, расслабив руки через волю, средь можжевел я нашел тебя. Бля, завтра на неделю выходить на эту работу. О, держись, держись. Там оказались твои ресницы, которые не прекращают девицы, я прикрываю. Упреждение гейское взял. Гейское упреждение на бульваре Слейс. Вот так вот забрали. Забрали, заслужил очень немножечко тортика сегодня на белорусское там. Кофеек не будем секунду. Так. Было светло. Чешется нос, пацаны, это к чему? Правильно, у меня 2 хапил в холодильнике. Госпоже будем сегодня вечером отдыхать. Отдыхать. Так сказать, когда играешь на бабахе. Так, я пойду налево, бойчики. Потому что на бабахе не очень приятно, когда не пробиваешь. Я себе рафточку поставил, сейчас вроде как все заходит, пацаны, просто. Я понял. Эх, не шалите, ребята, на бабахах и на арточках. Я смотрю, людей на стар здорово. Сколько можно? Четыре, мать его, и 7 КД. Ну-ка, ну-ка. Ток, Слава. Ну что там, жарко у вас или ливень? У нас жара вообще. Сейчас буду кофе как раз горячий пить. Что за аппарат? Жидовозка. МБТ. Вот видишь? Да пока пасмурно, всю неделю дождь будет, я понял, у нас жара вообще адская. Ну тоже пасмурно. Пасмурно, но почему-то все время солнце. Реально. Как так получается, I don't know. Оп, разминочки ему. Ну, бахи не пошалишь, хорошие тычки заходят раз, 3 боя. Ну да. И это действительно так. Шалом, Андрей. Шалом, Андрей. На базе опять подливка скапливается. Вот эти вот пацаны победят, будут поджиматься. Экипаж. Машины, колледжбой. Я, кстати, насвечу. Вдруг, знаете, что может произойти? Может про... Ну-ка. Понял. А Зигр дает кепку, блядь. Сука. Я не могу заехать на камень, чтобы ему подсунуть, уверенно, да? Он капает в кепку. Офигеть. Ну что это такое? Разгоняться надо. Да, в башню летел. Ну ладно.
Это же 8, а вот на 9 ты прям кайфанешь, такой приятный тончик. Я думаю, что, знаешь что, мы на нем, я, наверное, за свободку открою все эти кабачковые, всю оборудку, и мы запотеем на отметке, прям на результат. О, бля, жестко. На Меркаву пойдем. Все, у нас катка слилась. Бля, это не чекает. Где ты, фраер? Ну, естественно, блядь, попадает, куда-то там пробивает. Вообще не чекать. Блядь, ну пизда. Только начался движ. Алексы все под шконкой. Ой, ненавижу преступность. У нас полдня, даже как будто в сауне ходишь, влажно сегодня. Да, жестко. Только приятный, да, и Викерс. Только на лучше, где альфа больше. Ну да. Короткий кал, прям забесил. Да, это понятно. Короткий кал даже в ЛД еще танкует, что смешно. Ненавижу преступность. Расстраивать деда. Просто расстраивать деда. Ну что там, как вилку получить? Это надо в натиск играть. Там вилка будет продаваться. Вот там надо дойти до золота, чтобы вилку купить. Surname P. Слушайте, а пошли посмотрим, сколько у нас там баллов в натиске, надо их на что-то потратить. Что там было? Это не нажал. Кентишка нажрался на рыбалке. Fucking bitch. Сука. Ой, блядь. Ай, бантяя. Ебатя эти рыбаки, бля. Я не поехал с пацанами на рыбалку. Я решил, что мне нехуй там делать. Так. Угу. А, это надо в магазин натиска найти, да. Интересно, а у зигерских танков повышенная точность против абсолютно? Ты радио включил. Ну это я, короче, вырубал песню. Вот, а дальше что-то само врубилось. Ну это этот музыкальное направление такое есть. Он там первая горячая песен будет таких. Хотите перерублем? Вот это будет слушать. Так, перерубил. Так, у меня 11 минетиков.
Можно тайпа взять в аренду. Бля. Бля. Нам не надо. 20 тысяч он стоит, ёб твою мать. Тоже 20 тысяч. Пиздец. И вот что здесь брать? Два... Нельзя купить такое. Такое нельзя купить. И на что я потрачу эти санные жетоны, извиняюсь? Ну, типа минетики можем потратить на всякое дерьмо бестолковое, которым нахер не надо. Да. И нахер. Бон нет. Не, боны есть, просто нам они еще пригодятся. Вот, клеиться мы пока что брать не будем. Кенгурина, поехали дальше. Ну, кстати, апнули бы фаша, а то он конченый совсем. Да, и кривой. Апыт хэвика. Столько вообще вопросов, зачем, почему. Такие. Come on, let's go. Все, просто кайти технологии нам. Кого там хуесосит, кто там главный? Малик, я знаю, полы моет теперь. Слейв. Да, у меня там хотят это... Чтобы я купил фаша и страдал на нем. IT Technology. А кто владеет IT Technology? Есть данные какие-то? Это олигарх? Или уважаемый человек? За 60 плюс писали, но ясно, ему похуй вообще. Значит, ему похуй на игру. Технологии шарят, ясен хуй. Да ламповые. Если вы понимаете. Комплектеры. Do it now. Do anal now. Тирана или Брус будут переведены, да. Да. Все игроки будут обязаны играть на Эльбрусе. Блять, ну кроме шуток. Возможно, это дало бы хоть какой-то буст IT, ну точнее не IT, да, а технологиям, связанных с процессорами. Я как-то читал на Тайване, да, там вот эти самые выебистые конторы, которые лепят процессоры. Там здание, в котором лепят процессоры на специальных ну не подушках, там амортизатор или как, короче, оно все выравнивает даже... Если едет где-то трамвай, там, блять, в нескольких километрах, короче, от этого здания, настолько там допуски вибрации, ну, вот такие, прикиньте. Даже там, если едет трамвай в нескольких километрах, есть микровибрация в здании, и она должна нивелироваться специальным архитектурой, специальной архитектурой здания. Это вообще пиздец. Это люди рассчитывают, прикиньте, какие там допуски миллиметров, всякой хуеты. Это просто пизда. Это ебаный космос. Блять. А, я ж на ББХах, сука. Я ж на ББХах. Че такой рандом паршивый, секите, опять все отсосали. Отлоудер. Тычет мне, что я тут стою. Я поеду вон там пялить. Меня не интересует. Я-то знаю, что катка и так слита. 2 раза хп слили. Пулы, нон.
Ёбаный смех просто. Лёшка. Ну все, его ёбнули. Раскачечки немножечко пошевелили. Его отвернул. Бак эс. Ну да, разводит. Чё мои Алексы не давят? Ясно, лучше бы не давили. Хорошо. Лёшка. Блин. На 500 жестко. И это жестко. Ну куда пропадает тычка, ёпта. Ой, ладно, хотя бы 2.30 здесь успели дать. Кошмар какой. Там шмар. Нет, эффект. Конечно, с коалицией здорово захватит. Красивое превью стрима. Поехали дальше. Лукас на месте, хорош. Димик, да. Химик, блять, химик, ёпта. У меня зрение такое ебланское. Спасибо за лайкосики, так что. Сало в танке. Че, мы успеем пострелять или нет? Kiss on your ass. Taken as whole. Ну-ка, слишком хороший ник. Для паршивой игры, да. Вот так вот. Так вот, у нас первый ход сообщение, пацаны. Вот так вот. Так вот. Вот так вот. А никто не едет. Вот так вот. Вот так вот. Вот такой вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Здрасте. Здорово, убийца, здорово, братан. Категорически. Убийца номер скинул. Ищешь мужчину себя? Не тот. Она, честно говоря, подозревает, что хочет заказать. Включаем ее хорошо вроде. Сейчас погодь, там песен сейчас заказывают. Сейчас разберемся с музыкой, разберемся.
Дик, очень нравятся твои нарезки и стримы. Катаешь взвод с подписчиками. Ясен хуй. Конечно, катаю, братан. Ай, бля, спасибо за косарь, за 5 косарей. Конечно, катаю. Даже не за 5000. 500 рублей 5 боев катаю, в любое время заходи, на любом стриме. Вот. Поедем на чем хочешь. Никаких ограничений, не... Ну ты понял. Ни левела, ни танки, ничего. Вот я очень податливое чмо. Падкая на деньги. Поэтому мы подружимся. Осуждаю. Так вот. Эх, сука. Мне бы получше стать. Спасибо огромное, родненький. Низкий поклон. Храни тебя, рандом. Терминейт. Слушайте, а когда... А, попал. Хотя бы сегодня без Даника. Даника хаос будет, все. Напиши, родненький, как тебя зовут, чтобы мне хотя бы лично сказать тебе спасибо. И поклониться. Бля, привет. Котики сладкие. Ты убийца на работе, да? Илдпын. Так, погодите. А музыка на заказ, все рубится, все рубится. Привет, я отправитель. Семен, низкий поклон. Если что, это тезка. Я тоже Семен зовут. Короче, знаю, в любое время. Ну, у меня стримы 8 утра и 17:00 по Москве. Любой стрим заходим. Столько. Оп. Оп! Кот все еще голубя своего грызет. Купили ему голубя. Просто мягкая игрушка, но с кошачьей мятой. Блять, он его там вертит. Вертит. «19 дней. Нахуй ты ваша, бля, красава, с дембелем поздравляете. Мои поздравления с дембелем. Оп. Вот Даника хаус едет. Сейчас мы будем останавливаться. Белорусская ГИБДД работает, пацаны. Ясно, не только. И японская тоже. Ну-ка, поехали в сейфе. Тут шутки уже дошутил. Договорились, ну и все. Ну и все. Коньяка чуть наебнул, лежу релаксер. Ну, бля, покинь. И ты, короче, решил зайти и послушать Даника Хаус, я понял. Отличный выбор. Отличный выбор. Надо Гузло своего возить, я думаю, что там уже вот эта похотливая обезьяна хочет. Сакному, а вот так там конем мы. Господи. Бля, небольшой минус, если в камень приехал, пацан. А, он не туда стреляет. Ты не туда воюешь, фраерок. Он охереет, когда узнает, что я торгую жопой. А он узнает. А он, сука, узнает. Значит что, а меня, в принципе, здесь в этом кустике тоже устраивает стоять. Ай-ё. Кстати, мог пробить он. Реально мог пробить. Вот эту командирку прям пидет на... Ну, может быть, жара была, поэтому утомился. Семен, еще раз мое почтение. Спасибо огромное, братан, за подогрев. Очень жирный. Родина не забудет.
А что я попадать перестал, не понимаю. Это с чем может быть связано? Я себя вел сегодня хорошо, кстати. Не могу попасть в танк. Ладно, я понял. Этот фарт копился. Там, походу, следующая песня врубилась на автомате, пацаны, извините. Сейчас я заказы музыкальные все реализую. Князь, он с голубем играл, только что убежал куда-то. С голубем только что играл, я ему поймал. У кого зарплата не скоро, я расскажу, как голубей ловить. Короче, берете палку и коробку какую-нибудь от обуви, например. Вот. Ну и ставите палку и коробку от обуви одним углом на палку на это. Вот, так к палке веревку привязываете. А уже под коробочку снизу, туда семечки кидаете. Можно в семечки немножко на свая заправить. Кепочку. И все, голубь заходит, наивный глупец. Его оп. Не поймали. Какого зарплата не скоро, берите на вооружение. Сейчас крепость. Телови, сейчас хорош. Это же этот другой пил. А если на работе платят стакан зерна, то как приманка заебись. Да. Это, наверное, хуйню парю, пацаны. Будем винить Джола. О-хо-хо. Привет, Андрей. БК сразу же, я понял. Ну, давай. Сушка кого-то там обнулила. У них 2 Виткерса. Ты кое-что в центре. Не мог чему. Это может быть тамбура сня. Нет, только наверх доехать. Все. Ай, блядь, он зацеленный стоял. Скотоложец. Его звали Скотоложец. Don't break my heart. О, здесь как будто я мог и попасть. Хорошо. Я украл 2 отметки на Эрике. У кого? Серваторы платят стакан. Здорово, ребятки, Лонер, здорово. Не получается своровать 90. Сука. Алды больше. Ну вот я думаю, да, надо на голдица больше подкинуть. Я думал, что я как еврей буду экономить, да, и кое-где буду голдой, кое-где нет. Вот, может, давайте по кайфу, мне и так постоянно на ББ на этих играю скотских. Кайф от души. А я тоже один раз украл отметку стрима. Еретики грязные, вот кого. Вот что им скажу. Здесь... Break my heart. Это на чешском, наверное, шпрехка, да? Привет, я рабу, здорово. Ебать, он остановился. А как так можно останавливаться на танке, кто шарит? Без инерции. Ясно. Польский.
Здесь Бураскве уехал куда-нибудь на базу и там терпит. Да как человек. Как там Эрик, с утра поиграли, 0,5% апнули и все. Да, 9:30 был хороший рандом, а потом дерьма кусок. Я расстроился. Ну не расстроился. Поехал чуть-чуть на вот этой модели покатал и все. И растворился под шконкой. Еще бы я украл, но она уже сворована, да. Братва! Не воруйте жопу! Да-да-да. Это елка его скрыла, прикиньте. Это да. Я, как обычно, еще нажал на выстрел, не выстрел, но меня все равно бы убил. Во-первых. Во-вторых, я опять катку не доиграл, надо было осторожнее. Да? Сука. Так, там все песни отыграли или нет? А, да Ника Хаус, пацаны. Да Ника Хаус должна играть. О. Дождемся, тут минутка осталась небольшим. Оп. Господа, на ВК-видео подписывайтесь. Обязательно. Обязательно. Вот там эти Hero Гора народа, и еще есть баллы, которые за бесплатно начисляются, и на них можно заказать музыку и всякое дерьмо. Сука. Любимая музла стримера. Апачи молится на отметку. Абсолютно. Забери у убийцы фармить баллы. Этот еретик нафармил почти пол-ляма баллов. Вы в курсе вообще нет? У нас есть такая функция. Либо за 100 тысяч баллов, либо за 690 рублей можно заставить меня приседать со штангой в трусах. И он копит лям баллов, чтобы 10 раз меня заставить приседать. Минус уши, мозг, он заебал. Давайте я потише сделаю. Разберитесь еще. Ой, короче, слили катку. Дороге, дороге. Кружка, артефакты, да. В ВСУ прислали кружку фирменную, у них есть свой мерч. Сказали, будешь пить. Будешь пить. Горилку. Эх, еретики эти грязные. Пацаны душевно поют, молодцы. Молодцы. Яхай. Оп-оп-оп. Пялит мальчиков в поп. Осуждаю. Осуждаю. А вот у него это на 320 альфа, интересно или нет, пушка с дульным тормозом. Держи, держи, держи. А попал. Не попал.
Я, может быть... А, не, давайте бэбэхами, я не хочу. Нам потом все равно надо будет фармить долго и мучительно, да? Ой, да-да-да. Подуспокоился, слышали? Ясь. Ясь. Князь. Пердаки. А, сука, прикольно реагирует, да. У меня у бабушки лучшая реакция. Ну, естественно, ты прокидываешь, папаша. Ну все, я понял. Я понял. Ну и нет, и нам. А как правильно твой ник произносится и что означает? 7 йен произносится. Ну типа 7 японских йен, все дела. Потому что зовут меня Семен. Никнейм так зашифрован. Ну как у серба серб, да, зашифрован. И вот Сережка Буркатовский. Да, а никнейм серб. Надо понимать, что к Сербии он никакого отношения не имеет. Слушай, как он мне не чекает? Надо отъехать отсюда, какая-нибудь курочка. Ну ладно, никакая курочка не появится. Шварцкок только. Только клять и Шварцкок. О, куда он ехал? Что у него за дела были? А? Та-та-та-та. Там, короче, Якин по полю катается, он доложу, он хочет любви. И он уже давно хочет любви. А что он дергается так? Вот там Даника Хаус, пацаны, поет. Яга настолько большая, что там Даника Хаус собирает свой концерт. Больше только трусы мамки Джо, а они у меня есть в шуфлядке. Что этот трек достаточно длинный, чтобы можно было наслаждаться подольше, да, я тоже так считаю. Оп. А, нет, папаша. Мирного решения не будет. Не, альфа не прошла, слушайте, меня эта мусорка простила на борще. А, тихо-тихо, это какой нахуй таран. Абсолютно. Здесь где-то какой-то еще Генка обитает. Но я думаю, что он... Пердачок мы это заберет. Мы теперь... А, нет, не заберется, он на базе. Здорово. Викерс в топе туговатый, но все равно очень приятный, как по мне, один из сильнейших эстет. Видимо, да, мне тоже нравится. Шикарно. Диман, здорово. Короче, вам расскажу. Гачслав когда-то тусил с мамкой Джова. Она мне оставила на память свои стринги. Смотрите, какие, блядь. Это нахуй размер. О, фу, блядь. Так. Так, все прочитал. Ты их нюхаешь вечером, да, каждый вечер. И каждое утро, когда надо проснуться по-резкому, прям вообще очень быстро, я сразу, блядь, нюхаю.
Я, блядь, сразу нюх. Баланда купил, да, 3 пакета купил. Купил пакетики, купил такой паштет в какой-то такой квадратной штуке. Там только на немецком, кстати, надпись, прикиньте, какой-то импортный. Вот, ну стоит недорого. Такой квадратный, такой поддончик фольгированный. Фольгированный. Что, поехали? Ладно, хуй с ним, поехали сюда. Перданёк, получается, нам. Купили на развес корма одного, и еще корма подороже мы купили. И купили еще голубя ему. Тут грыз он. Теперь ушел куда-то, видимо, устал. Так что у кота баланда есть. Спасибо большое. Значит что, а лучше не ехать тогда дальше. Или поедем. Там Йохан еще. Ой, не. Надо было ехать по-людски вон туда. Рак за мой крипон. Пока под шконкой пузырится тазик кошачьей баланды, он будет любить тебя всегда. Да. Но он такой, мне с котом еще повезло, он настолько охеренный. Мы что, не обижаем, короче, мы его даже, вообще все можно практически. Да. Ну, понятное дело, срать в положенном месте надо, однозначно. Да, и не царапать ничего такого ценного. Все остальное можно, ж никто никогда не бил. Но пару раз хуйней занимался, ему тряпкой по жопе ебанул. Вот, с ним играют, да, по мере возможности. Как бы чувствует себя прекрасно. У меня мейн-куниха, серьезно, много его еще. Мой тоже бывает, как навалят. Вот, я аж комплексую. Надо будешь брать 3 отметки на шоткале. Вот это докачаем. Купим шоткала, наверное, выведем в топ и на нем жестко запотели на 3 отметки. Вот. Рак за микрофон. Надо уже брать отметки на шалишмаги. Вот по чуть-чуть. Там было 90%, я вышел, каточку сыграл, там сразу минус 2% произошло. Тем более... Ну, тем более я сыграл в 3 с хером 1000, минус 2%. Бля. Шоткал вроде неплохо, говорят, но я еще не накопил. Ну, я посмотрел ТТХ, с ним все заебись. Плюс он даже в ВЛД может иногда танкануть. Обычно Центурион такого себе не позволяет. Да, пиздец. Куда его провел? А что так криво летит, кто шарит? Почему все еще жив-здоров? Ну все уже. Как будто бы бабехи хуже летят, чем подколы. Как такое может быть? Нихуя себе, это даже не парашюты, это ремни безопасности от КамАЗ. Шалом, пана дорога. Самое смешное, что у них разная траектория полета, а скорость полета одинаковая. Ебаные дауны. Да, гейминг. Хайдок. В 3-2 танка не чекалось. Ничего, танкуем Т-30.
Оу е. Оу е. Ясно, он выбрал быть счастливым, просто стоять с куста и подсвечивать. Ну, мадубадей. Намылей. Странно, почему по мне не пизданули, это что такое? Я ехал затычкой. Я ехал затычкой. Акум. Во. Гешка может АФК? Ну, сука. Генка! Блять! Ну играет на моих чувствах. Заебомба. Будут меня еще от башни заебывать. Ну все, это 30 из сак. Блять, БК, ты охуел. Ты с восьмерками начал или нет? Я просто... Да, с восьмерки, с восьмерки. Эту модель надо как-то перестреливать и жестко. Марточка смотрит. Да уж, кисленько вышло. 15-2, ребята. Шоткал считает тот же Центурик, 7-1, только сильнее. Ну да, да. Ниже 8 левела в любой ветке в нынешнее время боль. Ну, может быть и так. Китай. Ну, мадубадей. Сука. Катки эти, блин, наркоманские. Шуткала, да. Сотка пробития фугаса. Вот, иногда можно ЛТХ взбадривать. Слушайте, радио... Что-то... А, это не радио, ёпт. Ну все тогда. Багинатор. 3000. Я, короче, знаете что, госпожи, закончатся выходные. Где-то дня через 3-4 я скачаю Underground 1. И у нас будет стрим-марафон по этой замечательной игре. Такие вот пердаки. Будем дрифтовать. Сделаем превьюху. Знаете, ко мне в голове превьюха? Это стандартная фотка, где там 4 машины, да, там на старте стоят. Только мы одну машину заменим на Тайпа 5. От, блять, от будет, да.
Смарт АЭС на стриме, но... Может, у нас получится за стрим пройти игру. А может, за стрим даже за пивом схожу. Плохая веночка. Плохая веночка. Доходягу этого выгнали там. И кота моего, походу, тоже прыгает, там не занимается. Шел к госпоже, видимо, мешал ей. Ну-ка, я ему блэнд не засунул. Он приехал, просто в яме сдох, вот и вся история. И как вы проводите вечер понедельника? Пацаны, пишите в комментариях. Вот это уже минус сет. Но может ехать как-то подкантривать его в этой хуете. Мы не дадим ему уехать оттуда хотя бы. И этот, короче, там заехал. Ну все, Монта, блядь, переехал. Все, Монтянка здесь кустики стоит. Из раза, сука, в раз. Из раза, сука, в раз. Все, блядь, одно и то же. Да. Постоянно наши Алексы на ЛТ сливаются. Нахера он в эту яму поехал на ЛТ, я вообще не понимаю. А самое смешное, что Монтянка приехала и наказала его глубоко. Да не какалось. Это пиздец, собей вообще. В пушку. Помню первый бой на нем. Причем девятка на Камчатке сам аж охерел, но танк... Слушайте, а калшот он вообще это снайперский? Он попадает хорошо или нет? Дедушка Кал. Заебись, мне прокидывает лучше вообще. Вообще лучший. А попадает он, заебись, я понял. Хорошо, нам подходит. Камчат, я был здоров. Вот этот модель, что подводит периодически, да? Да. Чекирап. Ну его трохи там замусоливают. В яме для терпежа. А теперь твои тычки что Кабачкова попадал? Я бы точно... Он был уже в ангаре. Чекирап. Ну, топовая пушка как бы может давать, если нормально стрелять. Я прям боролся сначала, потом привык. Пришло 3000. По марке почти держал. Хорош. I wanna be fuck you. Let the music play, come together way.
Ясно, их там уже выстягивают, походу, по чуть-чуть. Выуживают. Я столько стоял неподвижно, как только дернулся, мусорка это начекалась. Ну как же, сука, так. Активный засвет. Активный засвет. Ебать, ебать, они... Охуеть, они так могут выкатываться, оказывается. У нас даже 263 вот тут есть. Чепанный рот. Девятка топовая, тоже огонь, прям центр на 9 по ощущениям, я понял. Я понял. Вы мне напихали целую кошелку. Суки. Жесть, жесть, сука. Девятка еще принимает почаще. Ну там же башня от Центуриона. Come together, baby. О, сейчас ЛТшники, свиньи. А сколько здесь пробоина? Говно. ЛТшники, свиньи поют на гору. Йохана мать едет, надо ловить. А, он не едет, Секити, он будет там стоять за этой хуетой. А, нет. Я пассиву папаша лучше. Кто-то голуби искал? За голосом пришли. Ну, вопрос за голос. Пошли. Хотя, вот, пошла. Ёпт, слушайте, а там ресхол. Более того, и здесь тоже. Как же хуёвенько, ребята. Ну какое в землю? Ой-ой-ойшки, ой-ой. Можешь свой вердикт сказать, стоит брать. Ну он хороший, он хороший. Ведь не всякие но, а в целом он хорош. Монтянка чма. Монтянка в гудке портянка. Ха-ха. Ха-ха. Ну и где эти волки?
Не, ну 350 пробой, неужели я в эту среднюю деталь не могу запихнуть? Ну как вы настоебли? Вот так. А так могу. И вот так тоже. Бля, ну это пиздец, Секите. Какие пидоры, ну какие пидоры. Ну вот у меня только что спиздили, блядь. Ладно, хорошо. Я уже хотел сказать, что у меня спиздили 700 хп. Где он там сильно далеко уехал? Далеко уехал. Он уехал далеко. Угу. Дедушка Кал вот пускай едет. Надо инфа. Мы хотим знать все. Хера себе, дед, походу, не шутил, когда выезжал. Дед тут не шутил. А заебись. Опять в землю. Он будет и третьим перестреливаться. Мафия здорово. Спасибо за рейд, Котик. Вивин. Сука. Последний был еще с вами. На завтра на работу. Хороший бой. Память, ты лучше. Так, тихо. Блять, как это заебло. Почему он все это время не стрелял? Кто шарит? Ты шо, ты быстро так убежал. Ну я же стрим запускал. Что? Голод? Так? Или курлык? Курлык? PIP здорово. Какой-то скотный двор. Мне как будто бы хотели в ангар отправить очень-очень давно. Минотавр стоит качать. Ну, в принципе, да. Shame. Крот из Ростова. Нужно убиться диалога. Пытается. Такой скотный двор в рандоме вечером. Господи. Там можно запустить как-нибудь стримет часов в 11. Не заходить в рандом. Ну, он такой какой-то, не знаю, какой-то поехавший. Опять те катки 15-2. Где знает дорога? Что пристало с этим голубем к коту? Он опять на дверь прыгает.
Молодец. Вот с огнеметом приятно перестреливаться, да, с недавних пор. А там лёжки что-то перестали стоять. Все не модно. Опа. Защику. Огнеметчица, да, стал уважаемым. Единственное, бесит, когда он что-то критует. Вот, да, капелька сымин упала на корпус, все, пизда. Вынь да пососи. Короче, эти смартесовцы все в маску кидают. Все шарят за кей-поп. Вот что он тут забыл? Кто понимает? Кто мне расскажет, кто покажет? Что он тут забыл, а? Будет меня допаливать и что такое? Бля, жестко, честно говоря, сильно. Скити. Не перегревается мне там ничего. Бля, такая скотовозка, пиздец. И еще СТ2 или кто там, СТ1 тоже. Скити. Каждой тычкой просто обычными ББХами меня накормил башню. Вызывает веру. Такой отыгрыш от топового СТ нам. Короче, меня просто опустил СТ1, который просто на похер меня скидывал и каждой тычкой пробивал. И я ни разу ему не дал урон, потому что не в состоянии попасть в жирный НЛД. Огнеметчица и дурачок, который впорол. Вот в чем я виноват был. Human Brain. Ненавижу преступность. Ненавижу. Мамка на Валберсе Майки не смотрела. Яся, вилочник. Я убью тебя. Вилочник. Так вот. По щекам. Ёпта, артоводы, все. Артоводы в деле. Гей-бар на перделе. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Сейчас заряется, будет выкатываться. Она не выезжает. Жаль, мы бы, сука, подружились. Бабаха там стоит у них.
Сейчас будет ТП рамсить. Ой, я лоховской выстрел взял. Я все ждал вот этих еблонов. Нон-стоп дефисти. Мы тут вообще затерпим, если что, как вы думаете, пацаны? Поляка там почистили и отфистили. Бля. Отлично. Бля, Артава знает, кого ебать, вас свиная морда. Артава знает, кого ебать. Шо? Вообще всем насрать. Гачи мьюзик. Я не знаю, как вот такой шайкой можно было здесь оподливиться. Это просто, сука, невозможно. Это просто... Они еще в яме стояли, и они все отсосали, пацаны. Вы шарите или нет? Шмар какой. Трин-дин-дон. Поехали на другой сервачок, пацаны. Что им скажем? На этом серваке делать нам нехер. Да, опять какой-то беспредел капачков происходит. Не знаю, как это можно терпеть. Ну-ка, поехали понюхаем ру 2. Рандом алкашейну. Югачи мьюзик. Ру 2 тоже пиздец. А где нормально? Я хочу знать. На ру 8 будет другой рандом, но там мне лагает. Ой-ой-ой, ой-ой. Ну поехали на ру 4 попробовать. Там тоже будет подлагивать. Тell мне. Ру 8 пинг большой. Да. Жёные кроты. Но будем здесь вот принюхиваться. Будем принюхиваться. Ну все, удачно заехали. У меня аж от этого клятого кофе аритмия началась. Небольшая. Но небольшая. Спасибо за лайкосики, ребята.
Если Т-29 подъедут на вечеринку, нет, один не едет. Один уже вне игры. Шмель подсунул мне. Жало свое. Да, вот я зум зачастую не накидываю, как будто бы он не бесплатный, да? Это даже гусли не сбил. И вот сюда заехать было бы неплохонько. Было бы неплохонько, но мне пацаны там мешают. Свои же. Да, плюс арта может дать. Блять. Не нащупывается, сука. Все, зарядился, приехал. Ну-ну-ну. Чего не вертят? Блять, смешно. Там ПТ на дальнике нету. Вот это вот все, его должны в ноль вообще высылать. Да. Надо заебло, блядь. Такой беспредел. Ну типа арточка, ладно, 2 раза подсунул. Емелька 2000, арточка, все, все хп. Все хп. Емелька выезжает настолько борзо, и вот это вот все его не нафистовать. Не воета, тем более, да, 490 альфы. Обрезанный танк еврейский, ну. Ладно, будем знать, надо, короче, если такая пизда, вот сюда, вот за этот холмик заезжать, мне туда отсюда просовывать не будут. Ладно, хуй с ним. Жаль, конечно, типа в таком сетапе можно было делов наделать. На меня по итогу Емелька накидала. Ну как, по итогу у меня наполовину арта, наполовину Емелька. Fuck you. Fuck you. Make it your style. Make your suck. Ну, поехали, ладно, к тяжам. Может, там кто-нибудь будет шаловливый. Морзелка. Понюхал, ушел. Так вот делаем. И не ловим по щам.
Бои не прот. Ну, блин, бывает. Ну ладно, если рачок поменял, может быть, нормик будет. Прошлая катка в целом-то была норм. Да, где-то, конечно, не срослось. Надо было, может, поаккуратнее играть, хер его знает. БТ-бекс. Заехал он. Ну, 2 арты. Держим. Рушей дно. Ну, вот меня тоже бесит. Вот, ну, зачастую, когда дерьмовый рандом, перехожу на другие серваки и лучше не становится. И лучше не становится. Алексей, здорово. Я хай, бля. Зашел как надо, стример 17. Так. Че за ветку качаешь-то? Этот. Меркаву качаю. Виви. Дебрика, кстати, потушили там. С кабачками. Это сплэшник, конечно, певец. А эти кто-то затерпит или не? Походу, ни хера не затерпит. Как. Под танком. Наверное, подсунули, да, ему? 2 раза. Тут Лёшки живут, молодцы. Бля, что ты не чекаешь? Арточка там. Блядь, в камень можно было забирать. Блядь, телефон. Блять, ну ладно, могло быть смешно, кстати. Могло быть смешно. Я бы ЗТ хотел. Не сильно удачно. Это пиздец тоже. Это ласка. Показалось, что на автоприцел его взял, оказалось нет. Это так прицел сам ерзает.
Ну все, добираю его папашу. Типичный союзный ЛТ, только катается и стоять может. Он не способен даже через воду на халяву проехать, держать весь холм в первом матче. Но, видишь, сейвится. Не один сказал, надо сейвиться, все. Ну-ну-ну. Бля, стрелев тут. Землю. Землем. На 500, бля. Здорово, штучки летят. Четко, еще, блядь, в пушку меня провел. Заебали снайперы эти саны, ненавижу. Как, блядь, бесит. И, сука, этих двоих дурачков еще добрать некому. И дед это, он шотный там, хуй сколько стоит. Камчат. Просто камчат. Дедушка Кал. Ох, сука, ох. Погнали дальше. Буду снайперить, короче, как грязное животное. Как очень грязное животное. Так, так. А там песня не доиграла какая-то. Five Finger in S не доиграла. Ёпт, хер когда заказали. Тем евреем ко, дара. Лошадка in my hands. Ёпта, его все еще не допялили там. Что-то везде, блин, не успеваю. Дед не успевает. Жопа сгорела на пляж. Ну ладно, главное не на работе. Ну, бля. Блядь, шкодер охеревший. Он там где-то стоит. Зато меня в маску не шил, а до этого шили как свинью.
Хапанул, бля. Скорпион танканули и ладушки. Блять, блять. Что под пальчик? Да, я, короче, перерамсил. Я перерамсил, не надо было такой хуйней заниматься вообще. Сука. Сука. Ну да, я что-то думал, что... Ну, мне Леха там прокинул, короче, он мог. Да, и все остальные Лехи тоже смогли. Он сказал, что вечером будет сметана на жопе, а потом он будет, если... Бля. Кока здорово. Здорово, все дрочьте. Думаете, кончилось? Здорово. Вот вам. Ералаш, пацаны. Ничего на свете лучше нету. Чата, привет, здорово. По Киеву ракетой. ППО, а где соснет с баглотом? Наблюдайте, суки, за прилетом. Наблюдайте, суки, за прилетом. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Мы свое призвание не забудем. Ну, что-то я не верю, что здесь кто-то начекается. Донбэс. Нам везешь, пиндосих угловодов не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Наш ковер Пендаслейв. Наши стены блиндажи укрепа. Наша крыша два верхушек стоя. Наше счастье жить такой судьбою. Наше счастье жить такой Ей-бою. Без... Не успел прочитать, удалил сообщение. Хорошо. Донбэс. Она уж не пошла. Он поремкался, сука. ППО соснет с проглотом, пацаны. Наблюдайте, Джовы, за прилетом. О, я на свет пошел по комнате. Крым, там прекрасно возвращаясь место в избытке. Так, бля. Вот, кстати, Лтеха мог бы что-нибудь тут того. Да? Я понял. Он, блядь, все это время стоял сюда, смотрел. Ну ладно, окей. Не вернем Донбэс мы русским слейвом.
Опа. Мантикок там начекался. Ёпта. Ёпта, папанька. У нас там тяжи были в таком составе пиздатеньком, а сейчас они глотают цемент ведрами. Ведрами. Да, и нас еще перечекивают. Все, пиздец. В городе ОС. На 500 нарыгал уже. Такая терпотня, слушай, блин, каждой катки это вообще мем какой-то. Вот, и он еще и не смешной. Ну, я кое-где ошибаюсь, надо признаться. Я как-то так троху спустя кабачок играю. Ну и чё, ППО будет? Что-то как-то летит неудачно. Так. Ну и чё? До на бой. УГС. Нихуя себе. А, блядь, ты чё по мне? Да. И вернем в дикий ПС мы русским людям. Так вот. Как он мне попадает, я не знаю. Сука. Мы все в яме тут будем сидеть. 60 нет, это СТ. О, тут хозяин ЭСа приехал, пацаны. Меня называют хозяином ЭСа. Мне преданно служат лохматые джовы. Давай, папашка, над днищем. Как он так остановился? Смешно. Ну ладно. Короче, тарана не произошло нормального. Ета СТ. Ета СТ. В целом лучше стало на только парке. Так, где Кло? Ёма, кто там на таком демоне катается? Ёб вашу мать. Что-то охеренно жестко катается под окнами. Так, городской бой. Китайскую куртку давай послушаем, Мигель, здорово. Где 10 норм кино.
Сейчас будем немножечко подсасывать, наверное, шишку. Шишком. А до этого чего не прочитал, что я подрос. Братан, ну я, значит, провтыкал, сорян. Сорян. Здорово. Там просто в пачке херогора чатов. Да, из нескольких платформ. По всем 9. Лично вы в эту подливу, что они там забыли? Сутенерка. Я хуевенько стоим. Фуфлырно. Лем-лем. Блять, вот каждому надо. А вот эти вот ебланы вечно в это окно лезут. Дуэйнал будем. Дед не выстрелил в крана. Потому что что? Надо в Бич-Славу Прославну кидать. Фингерстик в этот поздний час. Ой, блядь, и он там... Господи, вот сука, каждый прострел займут и стоят контрят. И стоят, сука, контрят. Я свою нищую тычку просто в бортик не могу накапать. Они там скидывают. Рвать Джово Эйнол. Так ты первый раз трахнулся. Как я первый раз трахнулся? Замутили с мадам. Она была не против. Вот и шишка встала, возбудился. Шишка встала, возбудились, вот и все. Здесь прострел есть, прикиньте. Но это просто, блять, воздуху негде выйти. Приехал, блять, еще один Бурекус. Чебурекус. Вся команда слилась, пацаны. Работаем. Жестко. Жестко. 11:30 до конца боя. Они там вообще останавливались где-нибудь или не? $1700 накидал, блять. Я, возможно, еще в топе по урону буду. Просто потому, что пацаны не успевали там стрелять. Они ехали в ангар. Yes, Busters. Это ОМ60 КД большое. Ну, 6,7 нормально. Посмотрим, конечно, в конце геймбоя, как там что куда. В таких катках я даже не знаю, как терпеть.
Ви. Господи, все не досасывает и не досасывает. Ай, блядь, но я не в тот по урону, видите, уже хорошо. Маус 0 урона. Маус 0 урона, пацаны. Балкончик поеду, короче. Я с Бастер там. То же самое врубилось. Не слушаем. Буллет 199. Ой-ой-ой. It's my body. Я уже думаю, я не начекался еще. Вот так сюрприз, сука. Там пусто, могут надавить. Опа. Неправильно понял, там Карачун? Такое может быть. Убили, хорошо. Убили дядю Билли. Может здесь там дерево повалено, где-то там мусорка какая-то стоит. Как можно было в игру добавить такой табурет, как, короче, не знаю. Ну ладно, он как бы это, никого не обижает, да. Единственное, что он не пробивается, мы брони там накрутили. Тотемный танк Вити Кислого. Его добавили. Ну-ка, дайте. О, спасибо, папаша. I need someone.
Что не иду, ну. Бля. Сука. Пиздюка нельзя там как-то расшевелить издалека. Я не верю. It's a raining man. It's a raining man. Fucking A, no. Бля, я там поел тычку, пацаны. It's a raining man. Старика молоток. Твой любимый око в прицеле, но руки у тебя золотые, и щеки тоже. Меня интересует, чем занимается прототип все это время. И законно ли это, самое главное. И почему вот этого дебила до сих пор не убили? Во. Только сейчас начали стрелять. Прикиньте, там танки пасутся уже 30 лет. Everybody. Почковал там немножко. Закаткой за своей кабачковой. Come to your face. Ну давай, давай, отметку попку намыляй. Ну отметка-то есть. Я бы на нем на 100% напотел. Мне эта модель не нравится. Come on, suck with me. Every drop, let's go. Они все за камнями там. Хорошо. А эти модели все за камнями. Что, поехали тогда вот так вот, может. Я думаю, Тарика, тебя танка походу контузила. Не. Можно было там давать ему троху. На бодрящий кам. О, хорошая песня.
Он почти фуловый, прикиньте. Пацаны дают всей командой там. И давно. Ну, там, наверное, стоит. О. Сука. Пусть немного косола. Это наш советский фаб. Что это на нем слегка? Землю. Что попасть наверняка? Ладно. Сменить стоя пока. Фаб. Полетели кометы. Фап. Fuck you, Lizardhead. Это что за каракатица вообще? Ну, очень похож на леопарда чем-то. Чем-то на леопарда похож. Поехали дальше на евреи кататься. Полетел большой топор, но не просто полетел, а попал куда хотел. Хочешь, больше расскажу? Он попал в блиндажу. Слушал, короче, один мальчишка, который занимается этим, которое предприятие с этими, с беспилотниками. Короче, он рассказывал, что у укров, допустим, арточка, Цезарь тот же, он, короче, пока на позицию приезжает, пока распускает эти свои стабилизаторы, да, там, короче, устанавливается на месте, уже у него уже привязка топографическая, все, блядь, за это время включается. Быстренько откидывает 5 снарядов и съебывает нах. Охуенно точно. А то у нас арточка до сих пор корректируется, по сути, через БПЛА. Корректируется таким образом, что... Короче, вот стреляют пацаны, да. На БПЛА сидят корректировщики. Они эту хуйню смотрят, пишут в телегу артоводам, типа куда коррекция. Азимут, хуязимута. Так корректируется, прикиньте. То есть настолько арточка отстает, что просто охуеть. Оп. Ёпта, сквозь гуслё. Все как в ММ, все как мы любим, да. Казалось бы, можно было бы спрогрессировать. В этом плане не понял, а у них за счет чего точно достигается. Ну, у них связь спутника очень мощная, там все это, блядь, заебись работает. Сама по себе у артиллерии системы, там, блядь, такие конкретные внутри. Вот, бешеная скорострельность, блядь. Ну, там зависит много от чего, от БПЛА тоже зависит. Стоится на лоб. Стану 25 км долбит вроде. Ну, это понятно, но это ж... Нет, есть снаряд даже подальше хуярит. На около 30-ки можно кидать. Ну, там вопрос в точности, потому что, короче, если наша арточка без корректировщиков БПЛА кидает, например, то она, ну, считай, бесполезна вообще. В такой ебеня закидываешь просто на его нах. Система контрбатарейной борьбы пишет намного лучше, да? Да. Да, неужели это купить в Китае нельзя? Не, нахер, мы, наверное, здесь постоим немножко еще. Оу, о, это сюда? Я. Ты под шконку заезжай. А ты здесь
Вообще нет, но я в арт-бригаде служил. Вот, но вообще автомобилист. Ну, в Беларуси артиллерия, так там вообще, вы чё? У нас... Ну, я, блядь, даже не знаю. Ну, короче, ну у нас дивизион ураганов был, окей. Это все равно по площадям, да. Там корректировать, в принципе, нехер. Вот и 2 дивизиона было 2 из 5. Вот, ну, по сути, арточка... по сути, это гиацинт. По сути, это гиацинт. Вот арточка устаревшая. Ну, хотя как, артиллерию, да, там... Ну, у нас, блядь, там вообще, там армия не то что 80-х годов, там конца 70-х. Сейчас, конечно, может, кое-что получше стало, но в целом в моей бригаде до сих пор там... Ну, есть батарея артиллерийской разведки, там несколько пацанов, и у них ГАКС 66-й, все. Все, блядь. Пацаны разведают. Никаких БПЛА, вы что там не может быть. Чёрта вот. Не, я автомобилист, пацаны. Мосты нет. Ну, в нашей части не было. Арту перевозил. Не, у нас арта грузилась на на ЖД-платформу. Ну, кстати, был еще 2 дивизиона. Там у них буксируемая МСТБ была. Буксируемые пушки. Вот, машины по моей службе проходили, все КамАЗы. Чё, пыня, это не дал РБ, ну... Это надо за бабки купить, во-первых, а во-вторых, нахера нам, ну что мы с ним будем делать? У нас армия 50 рыл. 50 рыл, из них гражданских 50 тысяч рыл, из них гражданских где-то до 20 тысяч. Вот мы с кем воевать будем, вы чё? А с чем от Б? Типа самоходная, буксируемая. МСТА буксируемая. То есть орудие от МСТы только на буксируемое. Ну, то есть это... Ну, блядь, как во Вторую мировую. Пушки буксируемые, вот то же самое. Я сам наполовину белорус, бабушка и дедушка оттуда, село Чашки. О, так это Витебская область. Ой, я плохо выстрелил. Это не село, даже вроде как город называется. Там рядом город Новолукомль. Там электростанция, ну такой прям... Там вообще, считай, советский музей, там какое-то время становился, реально чисто советский город. Там даже население, там же всякие эти энергетики приезжали, там со всего Союза, и там население такое, грузины, узбеки, там молдаване, ну только образованные все. Вот. И сейчас бы тоже бустили армию РБ, если бы в 20-м прокатило. Ну, блядь, если бы в 20-м прокатило, Вячеслав бы уже в окопе бы там догнивал. Да, потому что россияне бы заходили через нас в первую очередь. Да, во-первых. Ну да, у нас Майдан, короче, такой был конкретный. Видели этого дурачка, выпустили зоны? Там такой фрукт, просто охереть. Ну, у вас Навальный еще нормальный человек. В сравнении с ним. Она какая останавливается в РБ Д10. Да не, вот эти вот у нас 2 бригады есть артиллерийских, которых 2 из 5. Ну, по сути, это основная гаубица. 2 из 5, либо... Ну, ты понял. Вот советские арточки и немножечко МСТБ. Немножечко МСТБ и очень немножечко обычной МСТ. Вот вся артиллерия. Вся артиллерия.
На хранении тоже, да. Ну, я не помню, мы с тобой, если у нас там была ли на хранение, то S5 были. Украинцев ГВ Тигры, да. Ну, буксируемая арта, это же ебло. Ну, блядь, не я же вооружал Беларусь, пацаны, вы же имейте совесть. Я знаю, что это хуета. Я, насколько знаю, сейчас россияне, да, не всегда даже могут одну арточку выгнать, пострелять, потому что надо тогда херова куча беспилотников, охранения, контроля там воздушного пространства, чтобы не ёбнули в пивишку всякой хуетой. Это, блядь, целое событие. Это реально надо, это целое событие, надо очень аккуратно это все делать. Чтобы просто вывести куда-то арточку, отстрелять снаряды и съебаться. Да, близко к линии соприкосновения. Вот это целая история. А буксируемую ее нужно привезти, разместить, окопать. Блять, такое событие, пизда. Вот, поэтому я даже не знаю, что с этим делать. Но это, конечно, лучше, чем нихера, да, у древних укров 3 топора же арточка используется, стреляет. Окей. Окей, Мстаба, видимо, тоже так же сможет. Вот, возможно, даже в современной войне, тем более, что буксируемая арточка, она охуенно дешевле, чем, да, не буксируемая. Возможно, это даже нормальный выход. В условиях господства БПЛА. Но это то же самое, как в условиях господства в воздухе противника. Ты ничего, блядь, не сможешь. Ничего, блядь, не сможешь. То же самое и здесь. А еще этот бойчик рассказывал, что этот, как его, БПЛА охотник, да, который сухой делал, ну, который такой, типа, малозаметность, все дела. Его же сбил Су-57. Ну, и, короче, а он сбит над Константиновкой. В этом районе очень сильная зона ПВО, он говорит, потому что, ну, судя по всяким этим, ну, короче, БПЛА, типа там Альбатрос и так далее, по ним обычно не отстреливают ракеты. А в этом районе, да, даже по этой, ну, типа, они не считают эту цель приоритетной. Древние укры. Вот. А с того района даже самые лоховские БПЛА, они такие, если возвращаются, то кое-где такие покрышенные, все дела. Вот. Короче, там зона ПВО пиздец. И над этой зоной ПВО, прикиньте, вот летают охотники на неизвестном количестве Су-57. Прикиньте, какой там ЭПР низкий. Что они в таком районе летают. Непонятно, если они там летают, хули они противорадиолокационные ракеты не выпускают, да, и не стелят там радарные станции, но это уже другое. Тоже другое. Пусть меня постелят. Ну, видимо, ебут, да, поэтому они там и летают. Да, поэтому там поебывают всякую поеботу. Самоходные мосты. У нас в части по 35 арт выкатывали на стрельбище. Красиво было, да? Да, я видел и всякие на учениях кадры, едет танковая рота, да, а то и две, они весело едут по полю, там стреляют залпами по мишеням, красиво, пиздец, блин. В реальной войне вообще смысла нихуя. Только если по полям зайцев гонять. Грады, гаубицы, ну, да. У меня главное господство, это господство в Эннере, абсолютно 10 боков дорога. Мы с панцирей хуярим этих БПЛА. Когда в Питере будешь без госпожи... Ох, братан, не знаю. Наверное, никогда. Госпожа очень ревниво ко мне относится. Если такое-то съебал, будет у нее гореть очко. Ну, может, как-нибудь палки играть в полях, да. Биатлон очень полезно. О, это вообще пиздец. Хорошо, что его, блядь, отменили. Вон босс качалки на танковом биатлоне мишени там устанавливали что, либо на этом на контрольном пункте где-то стоял, или у него или с его части пацаны стояли. Вот, короче, блядь, отстреливаются в эти в мишени. Вот, а боссу надо говорить, кто попал и кто нет. Наши ясен хуй попали.
Там же заранее написано, кто сколько попадает. Этому похуй вообще, как ты стреляешь, вот нахуя оно нужно. Слушайте, катки что-то совсем испортились. Или я как лох опять играю. Котяра пришел. Котяра пришел. Семен Центурион тут как танк. Такая модификация, но в целом неплохой. Кстати, в той же Кубинке, если говорить про танковый биатлон, там Центурион, блядь, такой сарай, пиздец, но о какой войне может идти речь? Он вообще не для войны. Да он, блядь, он нереально огромный, он еще пиздец какой длинный. Это танк для чего угодно, только не для войны. Пиздец, вы просто смотреть на него и все. Да, есть Центурион. Там даже есть Супер Конкерер. Вот его, кстати, выменили в какие-то, по-моему, в конце 80-х годов у британцев. На какой танк я не помню. Вот. Я, честно говоря, был в шоте, потому что на какой нахуй Конкерер, он же нигде, блядь, в боевых действиях не был, да, там на Ближнем Востоке, например, и так далее. Как его вообще могли заполучить? Оказывается, его просто разменяли. Я был удивлен, пиздец. Я, блядь, прям вообще охуел, когда его увидел. Ой, наверное, не надо было так стрелять. Солдатики за мишенями стоят, и кому надо, мишени взрывает, а кому надо держит, чтобы не упали. Да. Да. Нам один залетный беспилотник прилетел. Бля, подняли в воздух вообще все, что летает. Столько кероса спалили, что пизда. Ну, лучше перездеть, чем не довздеть. Это молодцы. Это молодцы. Прям большой у нас в СПБ поставили Шерман, как в фильме «Ярость». Я, короче, у вас в СПБ хотел в артиллерийский музей зайти на закрытую экспозицию. В позатом году не пустили, сказали, нихуя, заранее заказываю экскурсию, все дела. Окей, в этом году приехали. Звоню, не берут трубку, пиздец. Потом каким-то хером подняли трубу, я говорю, ну, это, можно туда? Говорю, да, базара нет, надо только заранее заказывать. У нас там, типа, день скорби, и пока что мы к нему готовимся, типа, потом. Но если что, набирай. Ну, типа, 21 числа тогда было. Я звонил, наверное, 20, сказал, типа, завтра, послезавтра набирай, все будет нормально. Он говорит, короче, прикиньте, чтобы заказать там экскурсию, нужно, во-первых, только по заказу, а во-вторых, нанимают, ну, не нанимают, а наша была собака, блядь, и охрана, прикиньте, в музее. В музее, где просто херо гора техники стоит, ну, советской, и немножечко хохлядских поделок. Да, типа там БТР их и так далее. Всего надо с собакой. Какой мы разум, пизда. Ну и, короче, те ебланы просто игнорировали, трубку не брали, и я хер сходил. 2-й год. Короче, в артиллерийском музее на заднем дворе там есть закрытая экспозиция. Вот туда можно сходить, тоже 500 рублей стоит один билет на одно рыло. Но надо заранее заказать, чтобы там собака, блядь, была с охраной. Вот. У нас есть экскурс на подлодку Щука и АПЛ Комсомолец скоро бы. Ух ты, нихуя себе. Тут надо сходить. Это надо сходить. Что там? Ну там... За забором, короче, видно, что всякие хохлоподелки, БТРы там и так далее, всякое это дерьмо есть. Ну, 2 года назад видел, 2 года назад, сейчас не знаю, что там есть, может быть, что-нибудь потяжелее даже пригнали. Вот, херо гора всякой техники, я так еще из-за забора видел, такой советской, редкой, там всякие эти радарные станции, какие-то еще там. Ну, короче, есть на что посмотреть. Могу скинуть в ЛС гаубица в Калининграде, кайф подводный, вот. Блин, ну вот на экскурсию на Комсомолец я бы сходил, нихера себе. В Филябе Брэдли стоят в музее. Ну вот как бы вот этих Брэдли хуедли уже херово гора могли бы, да, особенно в Питере, но могли бы хотя бы там что-то поставить. Ну, скорее всего, есть. А самое смешное, что нахера это на закрытой экспозиции, ну что, блядь, будет? Хохол придет, угонит БТР, в котором даже колеса спущенные стоят. Не что в подбитом виде стоят, все. Брэдли, говно. Пидоры они все.
выставили все в открытом виде в СПБ. Ну, на 9 мая, как мы, да, выставляли. Понятно. Вот. А хули Гачеслав не может прийти на этот... Посмотреть на выставку. Да. Надо заказывать билет заранее. Ты знаешь, откуда эта фраза, пидоры не все. Конечно, знаю, это же из этого, из брата первого. Мне она нравится. Я был в Мурмане на атомном ледоколе Ленин. Там хуета такая, с 5-этажный дом из пентхауса капитана. Вроде смотришь на 5-этажке, охуеть. Кинь, как там служить круто. Это с фильма «Чужая», да? А в этом как его? В «Брате первом» тоже такая фраза была. Там, когда на хате там про режиссеров зашел разговор, и там один мальчишка суетной. Такой, пидор они все. Было смешно. Ну, как бы он вот точно такую же фразу сказал. Оп. Ни в чем он не прав. Вот я тоже не знаю, до сих пор пытаюсь понять. Ну, короче, там сцена такая была. Может, в Чужой тоже была такая сцена? Вот, но Е тоже смешно. А так персонажа круто раскрывает. Одна фраза, блять. Ну, он и так раскрыт там пиздец как. Да, но в этой фразе, конечно, он просто расцветает. Вообще, да, режиссеров не очень люблю. Да пидоры, да. Да. Ну это же охуенно. Родион. Хуяся, елка может закидывать в НЛД, а снайперский танк, оказывается, я не знал. Опять отсосали. Опять отсосали, ну сколько можно? Ой, бля. Дурка. Так, из Брэдли тоже норм все выкатывать. Не, вообще, честно говоря, Брэдли хорошая машина. На самом деле хорошая. У нее уровень защищенности очень высокий. Ну, короче, все с ней заебись. Ну, типа, жирный сарай. Но в нынешних условиях, наверное, похуй. Жирный, не жирный, да. Так с ним все заебись. Про него всякая говна много ходит, но в целом-то он характеристикам отвечает. Да, потому что если посмотреть, тоже БМП-2. Ну, хотя там разница в цене, наверное, сумасшедшая. Ну, блядь, просто Брэдли под современную войну больше подходит, чем БМП-2 тоже. Например, да. БМП-3, например, тоже неплох, но в случае детонации БК со 100-миллиметровыми снарядами, как будто бы вот будет хуевенько всему вокруг. Ебать, Генка. На 400. А это он пробил или нет? Как-то альфа такая лоховская. Что-то технику разрабатывали в те времена, когда еще не было, да, и люди были помельче. Теперь в наших БТРах появились. С Брэдли изначально делали БТР, а по итогу получился БМП. Ну да. То есть вопрос только, почему-то думал, бэхи не держат мину крупный калибр. Ты на какой пушке играешь? На этой, на топовой.
Но не на 320. Ну, который на мерковой идет. И эта пушка меня устраивает. Полностью, полностью. Какая дурка в рандоме, просто не подвластна разуму. Жеваные кроты. Слушайте, может быть, сервачок опять поменяем? Так, бля. Санчес, здорово, братья, как сам, как игра? Игра в говне. Игра просто в говне. Сирак первый переполнен, пацаны. Мы туда идем. Потому что наши не сидят внутри техники, так как она не держит мину. Крупный калибр. У нас погибнуть внутри выше, чем седина. Ну да, у БМП, даже у БМП 3, по-моему, уровень этого противоминной защиты нищий. Ну типа там даже борта не скошенные такие. Вот, то есть они энергию не поглотят. Наверное, даже у Тигра уровень противоминной защиты выше, чем у БМП-3. Такие вот пердаки, ребята. Так. Торнина. М3 с боев откатал на 30% побед и 4К среднего. Хорош. Вот так вот, игра говорит сосать. Ну, 4К среднего отыграл, красава. Красава. Днем катал, да? Не поймешь клятого стримера. Чего? Это ты про что? Обрыв держит мину и калибр, поэтому внутри безопаснее, чем внутри. Просто еще с Афгана катает пехоту на броне, а внутри ХЗ как проектирует. Просто проектирует по другую войну. Понимаете, наша промышленность, да, там, американская, они, в принципе, могут делать, что надо. Вот. Примерно на одинаковом уровне. Проблема только в заказчике. Что заказывают военные, то и делают. Вот, а военные не в состоянии еще понять, что им надо. Ну, ладно, тогда, в принципе, понимали, да? Нужно было охуенно быстро рашить не только до Ла-Манша, да? Фишка была в том, что все аэродромы и так далее, все это нужно было сметать быстренько, потому что, да, иначе война подзатянется, и охуенно подзатянется. Вот, а если ты танковым клином разъебешь на охуенную глубину, да, американцев и бретонцев, и все НАТО заодно, то авиация даже негде будет сидеть. Вот, ну и для этого, блядь, все вот эти пачками БМП, да, которых херова гора, которые дешевые были и так далее, все можно было гнать вперед, и все было бы заебись. Тем более, что первый БМП, это, по сути, вообще первая машина такого класса. На хуйня, которая бронирована и может идти вместе с бронетехникой на охуенную глубину. Еще плюс ко всему имеет орудие, которое могло бороться с любым танком. Вот, ну насколько оно было точно, это другой вопрос. Но могло. Вот. Ну, блять, времена просто изменились. Времена, блять, изменились.
Вот и все. БМП-1, БМП-2, да, там до 80-х годов, да и, наверное, 80-е там вполне отвечал требованиям заказчика. Да, хуйня в том, что сейчас, вот я хер его знает вообще, сейчас у БМП единственная задача это сесть, довести пацанов охуенно быстро и съебаться. Вот, обвесить мангалами и всякой хуйней БМП, быстренько отправить сюда на передок, чтобы она отвезла пацанов и съебал, вот вся задача. Вот вся задача. В принципе, с этой задачей даже БМП-1 справится, если он на ходу. Если он на ходу. Об отстреле там каком-то, да, там борьбы с живой силой и так далее, но это практически не может быть речи. Вот потому что я тогда не знаю. Ну тогда должен быть БМП. Да, есть еще один другой вариант, ну, который, по сути, это более состоятельный, но это уже другой вопрос цены. Да, тяжелые БМП, например, такие как вот на базе Армата, например. Такая-то БМП пиздец нужна на передке. Хуй с ним, да, сама Армата-то она погоды не сделает. БМП вот такого класса тяжелого, она прям нужна пиздец. Вот прям пиздец, потому что это машина, которая способна защитить, да, практически от любого попадания, охуенно живучая. И, ну, блять, вполне себе может довести пехоту, там, кого угодно, до линии соприкосновения, еще плюс отстрелять нихуя, потому что там вооружение бешеное. Вот это все заебись. Но это слишком дорого, с учетом того, какой расход бронетехники, да, в первой линии, то, блять, это просто экономически очень тяжело будет реализовать. Вот, ну, блять. Не знаю, такая тема дискуссионная, мне кажется. Вот, допустим, те же терминаторы, они регулярно участвуют ну, выполняют задачи регулярно. Надо понимать, что они в полном контакте с противником. Ни одну машину, как заявляется, ну, на Lost Armor, нигде там нету данных, что их подбили. Да, там одну-две подбивали, их эвакуировали. Ну, типа, не уничтожили, короче, эвакуировали, установили, все, оно встроит. Вот, и, допустим, машины типа, да, там, тяжелая БМП на базе Армата, она, в принципе, то же самое. Да, точно такие же ТТХ. Только эта хуйня сейчас может пехоту доставлять. И плюс самое главное, вот, допустим, у Терминатора у того же, у него же боекомплект весь не внутри, а на внешних ящиках, короче, хранится. От АГС, от всего на свете. Если даже будет детонация БК, оно наружу взрывается, и экипаж, блядь, живет. Да, и там нету крупных снарядов, там 100 и больше миллиметров, которые, да, там в случае детонации там раскручивают все к хуям. Это, блядь, нормальный, достойный выход, кстати, из Ситоевина. Из Ситоевина сегодняшний. Так, хуй поймешь. Ага, блядь, держит меня. Я заебался за тобой по сервакам пол. Концепции разные. Наша техника сделана для глобальной войны, где мины это вообще 10-я проблема войны. Да, за 3 недели нужна была очень массовая дешевая техника, да? Да, все верно. В этом-то, наверное, и проблема, что современные... Ну ладно, вся эта техника достаточно универсальная, да, ее можно приспособить под сегодняшнюю войну, но в целом, да, у нас-то, блядь, и доктрины нет нормальной. В нашей доктрине как будто бы нет места авиации вообще. Кроме как, да, там, завоевание господства в воздухе, а все остальное, блядь. Я хуй его знаю. С вертолета вон. Пацаны с утра сели, полетели, пустили Нурс и вернулись, и, блядь, до утра. До утра сидят. Серега, здорово. Короче, вопросов много. А ответов нету. Точно надо подвязывать, наверное, такие бои лоховские, это вообще. Это даже не хочется потеть. Что за тему мусолить? Ну, о современной бронетехнике пиздим.
А степень ее актуальности. Ну, это в всяких интервьюшках, тех же бойчиков, которые на терминаторах воюют, да, их там раз-два я общался. Либо водители БМП-3, их типа бронетехника противника особо-то и не парит, да, особенно на терминаторах, потому что они кидают очередь по башне, оно крышит обзорные приборы, всякую хуету, да, и ну, особо бешеных проблем это не вызывает. Главное, типа, обнаружить вовремя и все. Да, и исходя из всего этого, как будто бы наши древненькие, даже 72-ки, как будто бы не так сильно устаревают на фоне Абрамсов, всякой хуеты, да. Потому что они дешевые, абсолютно те же задачи выполняют, и все эти приблуды, как бы, нахуй, как будто бы и не нужны, да, на них есть. Но единственное, что, конечно, нет, сказать, трансмиссию бы сделать, да, которая задним ходом позволит ехать хотя бы километров 20. Б3М имба не контрится. Да. Когда 3 отметки на Т-72 Б3. Сегодня первую отметку взять. Не хочу. Там музыка громко играет. Как она может громко ебашить? Давайте так сделаем. Я звук вообще не трогал. Осталось Симент ОС. А видел? С 5 отметками Т-72 Б3. Ну, бля. Ух, бля. Видел видос смешной. Короче, едет наших 2 танка. Такой мостик небольшой. Да, через мелкую речушку. И там их встречает хохло-танк на дороге. И еще один в кустах стоит. Чуть поодаль. Вот, ну и, короче, наш стреляет. Там расстояние, ну, я думаю, что метров 100, наверное. Наш стреляет и под танк в землю. Стреляет укр и под танк в землю. И наш стреляет опять под танк в землю. Пизда, прикиньте. С такой дистанции. Ну, короче, укра потом подбили. Вот, а дальше видео вроде обрывается. Вот она, награда. И ее силами не надо ни ладонями. БР везде, но так очень тихо делал. Липни до осы, да не мали кровососы, Пылесосы. да не доняли. Слышал с берега в начале, мне о помощи кричали, о спасении. Не дождались бедолаги. Карточка Я сосед. лежал чумной от браги. Вот ключ. Брали с метров 100 субсидий, может в час. Т-90 сделает, как сосед хоть. Ну там то 2 ракеты есть. Это как бы, блять, не мокрый-хохрый. Вот и на бумаге, конечно, типа пробития не хватит, да, там, допустим, Скова башня пробит Т-92. Т-90. Но попадание, блядь, какое-нибудь, не знаю, в корпус, куда угодно там. Но, типа, это тяжелая хуета. Могут вывести из строя. Вода, главный прикол в том, что да, там БМП даже времен бури в пустыне, смотря, конечно, какая комплектация. Но, типа, у него возможность обнаружить Т-90 даже современный М ничуть не хуже, может быть, даже в чем-то и получше будет. Да, соответственно, ты, даже если ты, допустим, на Т-55 первый обнаруживаешь Абрамса, например, ну, условно, да, условно, например, Абрамса, то у тебя ёбнуть его вероятность охуенно выше. Вот, потому что побеждает тот, кто первый обнаруживает, и... Ну,
короче, главное обнаружить, уничтожить, блядь, как будто бы это и не проблема вовсе. На, потому что Т-55 в борта, блядь, пробьет его. Остальная хуйня. Ну, в том виде дистанция была минимальная, можно сказать. Закрутили на ходу и автопушку. Стример, блядь, там нет ПТ. Глупуш. Ну да, кстати. Прав. У Брэдли подколы и автопушка люты. Они 90 в борт и в корму на приличной дистанции могут прошить. Там только экраны спустить. Ну да, бортик может покрышить. Нет, вариантиков у нас немного, пацаны. Господи, как ему тяжело там поет. Бедный бойчик. Ну не бойчик, всем понятно, кто это поет. Арточка. Я к тому, что Брэдли выглядит более прогрессивной машиной и по всем лучше нашего вида БМП. Поправьте, если не прав. Ну, БМП-3, например, он вполне себе, да, там, современными обвесами, дополнительной брони. В принципе, можно считать ничем не хуже. Ну, типа, есть мнение, что десантное отделение там не особо удобное, да, там надо через двигатель перелазить, но в целом-то пойдет. В целом-то пойдет. Вот, ну, противоминная защита, ну, да, блядь, как-то она в этом плане не презентабельна, а в целом пойдет. Тут вопрос, понимаешь, серийности. То, что Брэдли в нормальном виде, да, там с нормальными приборами обнаружения, например, защиты, всякой хуетой, на вооружение у тех же американцев более чем достаточно. Более чем. А у нас в каком виде? Ну, блять, в виде мангала только если, да. Локальных конфликтов Брэдли. Да. Для быстрой войны, да. Для долгой ебли, вот как на Украине, он не подойдет. Просто из-за своих из-за своей ремонтной пригодности. Из-за того, какая машина это и так далее. Из-за кучи характеристик. БМП-3 может внутри перевозить десант, как Брэдли, да, когда Брэдли езжал на танковую мину, десант оставался жив и продолжал выполнять задачи. Ну да, противоминная защита так себе. БМП-3. Вот. Ну надо понимать, что если Брэдли наехал на мину, блядь, то он тоже не поедет дальше. Там, конечно, как получится, но по сути у БМП-3, понимаешь, у него спереди двигатель. Ёбнет мина. БМП-3, в принципе, может выжить. Может выжить, и экипаж... Ну, экипаж может выжить, все такое. БМП-3 сам не выживет. Ну, и Брэдли тоже хуй выживет. От нормальной противотанковой мины, блядь, там ничего хорошего не будет. Два лоха. Да, в Украине тоже локальный конфликт. Но он, блядь... Вот в такой войне долгой и дрочерской лучше древние всякие БМП, у которых высокая ремонтопригодность и которые не капризные вообще. Вот такие дела. А капризные машины, типа Брэдли, там, Абрасов и так далее, они ж не потому такие капризные, что, блядь, америкосы долбоебы, а потому что там все так строится, это как современные тачки делают. Их же, блядь, не делают таким, чтобы они были надежные пизда. Вот, ты ж на ремонте не заработаешь. Поэтому Абрамсы и Брэдли не такие прихотливенькие, чтобы постоянно военные давали на ремонт, чтобы их надо было обслуживать по-всякому, это дополнительные бабки и так далее. Вот. Нас-то тоже, блядь, настигнет, не сыть. Что очень хуёво, кстати.
Если есть пехота внутри, БМП, после мины, десант, все 200. Если десант на крыше, то десант там кому. Ну, не, ну смотри, допустим, та же БМП-2, у нее весь экипаж сзади, да, сидит. Ёбнет мина, ну типа, блять, раскручит, экипаж в целом выживет. Вот, вопрос, где она взорвется. Вот, и вопрос, какой силы мина будет. Брэдли тоже расхуяривает. Вот, и плюс, понимаешь, у Брэдли, ну да, там толщина днища, все такое, окей, но по сути там тоже корпус не V-образный, он не поглощает удар. Вот, там, ну типа тоже не все идеально, но получше, чем у нас. Мы еще на бардаках и буханках будем Марс Да, все верно. Все, пацаны, лобби. Я, кстати, видел на ВАЗике новый цех строят, обновляют оборудование, все такое. Они даже смогут выпускать новые модельные ряды. Есть такой YouTube канал Маш News называется. Они все промышленные новости из России собирают и выдают. Вот, так что есть вероятность, что скоро буханка, ну не скоро, там в течение, наверное, года-двух, внешность обновит на более современную. Вот так вот. Вот так вот. Все, короче, на этом мы кончим, ребята. Лабеда всех. Спасибо большое за поддержку. Низкий поклон. Увидимся завтра с утра. Через 120 лет. Оптику поставит. На цех под китайские машины. Хуй его знает. Может быть. Но как бы они что цех могут использовать и на то, чтобы новый дизайн ВАЗика сделать. Вот, ну как бы такая хуйня. Как бы такая вот хуйня. Скинь превью картинку. Куда вам скинуть? В телегу? Ну давайте в телегу скину. Нет, во ВКонтакте напиши мне во ВКонтакте в личку. Фрирок, скинь превьюху, я перешлю. Все, будьте здоровы, пацаны.